Ну а перед началом хочу предупредить о том, что это все же больше первый взгляд, нежели прям полноценный обзор. Ибо играть я только начал и допускаю то, что могу в чем-то ошибаться. Ну да ладно, хватит сиси мять, поехали! Начну по порядку. Что первое нас встречает в игре? Графика. Она тут, скажем так, не выдающаяся, но вполне не вырвиглазная, да и оптимизация также порадовала. Дело в том, что я часто слышал ранее, будто PUBG — это фризящая какаха, но, как оказалось, все не так. Также хочу отметить то, что как только вы запустите игру, вы не сможете сразу попасть в катку с живыми людьми, ибо вам предстоит ад. Пара каток с ботами после обучения, чтобы вы, так сказать, влились в этот геймплей. И вот тут и начинается проблема. Дело в том, что мне понадобилось отыграть 3 катки с ботами, прежде чем мне стала доступна игра с людьми. А товарищу потребовалось 6 таких каток. И как бы вот тут вылазит огромный такой минус для людей, которые разбалованы такими играми, как Battlefield, Apex и прочими динамичными и насыщенными на события шутерами. Дело в том, что PUBG — это вообще не про стрельбу, и не про динамику уж точно. И что уж греха таить, она действительно нудная, и вот как раз мои знакомые теряли интерес к этому проекту уже на стадии этих каток с ботами. И графика также была поводом отторжения от игры. Ну ладно, нагнал я жути на вас и заблевал игру в самом начале обзора. Ну подождите, дальше пойдут плюсы. Знаете, чем берет PUBG? И почему стоит закончить эти катки с ботами? Своим комьюнити. Да, именно комьюнити. Таких шикарных, просто потрясающе адекватных людей я не видел ни в одной игре. В первой же катке я прям вот конкретно задружился с человеком, с которым рандом меня кинул в катку. А потом со следующим и так далее. Таким образом, сыграв 8 каток, у меня уже были люди в друзьях в количестве 6 пабгеров. И тут как раз таки просто жирнющий плюс игры — это то, как она заставляет тебя кооперировать с рандомными и незнакомыми для тебя людьми. И по всем этим каткам я понял одну простую вещь. PUBG или PUBG, как вам удобно, действительно игра не про стрельбу, а про тактику и правильность принятых решений. Тут куда больше играет роль то, как и куда вы направитесь и какое место займете. Тут нужно думать наперед, подобно игре в шахматы, и помогать друг другу, конечно. И этот геймплей, он просто удивителен, ибо ни в Apex, ни в Warzone такого я не ощущал. Это прям что-то нечто классное. Правда, из этого классного вытекает и минус. Ребят, если у вас нет микрофона, или вы ватка, стесняющиеся своего голоса, и открыть лишний раз свой рот для вас будто поход на каторгу, то даже не начинай играть в это. Вам будет чертовски скучно и нудно, ибо вы не сможете принимать полное участие в игре. Да и вашему тиммейту с вами будет просто тупо ненадежно. Именно поэтому в большинстве моих каток вот такие немые люди были брошены на съедение другим командам, ибо толку от них все равно ни черта никакого. Ведь PUBG далеко не про стрельбу, как я и говорил, PUBG про взаимодействие. Тут вполне нормально засесть в здании и ждать ошибок других игроков, которые недостаточно правильно отдали предпочтение месту, в котором следует переждать. И вот пока ты ждешь, мониторишь все по сторонам и при этом болтаешь, в живых 60 человек, а когда зона уже подходит к тому, что пора бы сваливать, в игре остается 17 выживших, а все это время вы тупо болтали. И блин, это круто! Это вообще не скучно, ибо в таком случае ты начинаешь уже воспринимать PUBG как игру выживания, которая постоянно держит в напряге, и ты ожидаешь раш твоей крепости, где вы засели. И тут нужно отдать должное действительно офигенным людям, которые в эту игру играют, ибо без них было бы чертовски скучно и нудно. Поэтому, пользуясь случаем, ребят, спасибо вам, что познакомили меня с этой игрой и подарили приятное времяпрепровождение в этом проекте. Вы просто лучшие. Ну что ж, что-то я уж больно долго мусолю комьюнити, и поэтому давайте перейдем к стрельбе. Это вам тут не плюшки со стола тыбздить. Стрельба тут крайне специфична в сравнении с другими королевскими битвами, да и шутерами в общем. У каждого ствола свои характеристики баллистики полета пули, и она, черт возьми, имеет право на жизнь. Это не вызывает дикого недоумения и раздражения, как только ты начинаешь понимать эту механику. Тут вам не Apex, тут действительно нужно брать упреждения, основываясь на скорости полета пули каждой отдельной пушки. Для себя я лично отметил более удобным оружие М16А4 и Скар. С
С них мне наиболее комфортно стрелять, если врубить полуавтоматический режим с отсечкой по одной пуле. С зажимом тут на дальняк стрелять проблематично, ибо отдачу никто не отменял, и плюс эта физика полета пули делает стрельбу крайне сложной. В общем, стрельба — это то, к чему вам придется привыкать, но как только поймете ее, то все станет на свои места. Скажу так, к стрельбе я привыкал, наверное, к катке 4, дальше все по накатанной пошло. А вот теперь обращусь к таким же индивидуумам, как я, не понимающим прикола этого жанра, когда ты лутаешься, что-то собираешь, и тут приходит чел и бац, тебя кокает. Да, я также считал это неинтересным и бестолковым после игр в Apex, в котором мне понравился только командный бой, и в Warzone, который меня вообще отбросил от королевских битв. В PUBG все иначе. Я не знаю, как это объяснить. Вроде бы жанр один и тот же, но PUBG берет и, черт возьми, показывает королевскую битву именно такой, какой она должна быть, посыпав еще сверху щепоткой реализма и накинув обалденную атмосферу на картах, приятную глазу. Также для меня было видеть геймплей PUBG чем-то сложным. Я считал, что это нужно быть тру-задротом, чтобы понимать, что подобрать, что нет, какие патроны подходят к тому или иному стволу, а какие нет. По факту же тут ничего сложного нет. Как только вы зайдете в игру и буквально на второй матч, вы уже будете понимать, что тут да как. А теперь расскажу вам про режимы. Режимов тут, я бы сказал, 3. Это Deathmatch 8 на 8, естественно, Королевская битва, только вот с двумя подразделами, а именно Королевская битва от третьего лица и Королевская битва от первого лица. И вот если вы хотите меньше крысятничества, то выбирайте от первого лица, а если же устраивает вид от третьего лица и вот эти вот прятки, когда ты за стеной и тебя ну никак не увидит противник, а ты тем временем спокойно его палишь, то играй на здоровье от третьего лица. Я же предпочел именно игру от первого лица. А вот теперь самое интересное и последнее. Хотел бы обсудить удержание. Я имею в виду удержание твоего интереса к игре. Ну, ребят, в PUBG я наиграл 44 часа. За 5 дней на момент создания этого ролика. И скажу я вам, он мне надоел. Я не вижу смысла играть дальше и, главное, не имею желания. Уж не знаю, с чем это связано, но интерес как таковой испарился уже день на 4-й. Ну вот не хватает тут чего-то. Как мне кажется, не хватает вариативности, что ли. То есть лично для меня было бы более интересным играть за разных, может, оперативников, которые каждый обладает своим умением. Хотя в Apex мне это не больно помогло. Поэтому, наверное, все же делаю вывод, что такого жанра игры, как Королевская битва, тупо не для меня. Но, тем не менее, тот опыт и те эмоции, которые я получил в PUBG, они только позитивные. Так что не ставьте вопрос, стоит ли играть в PUBG вам. Берите и играйте, может это как раз то, что вы давно искали. Обязательно подписывайся на канал, если так же, как и я, любишь игры. А также ставь лайк и стучи в колокол, дабы не пропускать актуальное и интересное от Дон Сурвика. Удачи вам, друзья, как в жизни, так и на полях виртуальных сражений.